Теперь о Чечне. Военные источники в Грозном подтверждают информацию о том, что 6 сентября оппозиция намерена провести в Грозном военный парад по случаю очередной годовщины провозглашения Республики Ичкерия. Тем временем вывод войск продолжается. На сегодняшний день Грозный покинули 1500 военнослужащих российских войск. Сегодня этот процесс, а также все, что было достигнуто Александром Лебедем на переговорах с оппозицией, наконец получило официальную оценку. Премьер-министр Черномырдин объявил сегодня в Нальчике, что действия Лебедя одобрены президентом. И там же Черномырдин впервые фактически признал ошибочность действий России в декабре 1994 года. Из столицы Кабардино-Балкарии наши специальные корреспонденты. Российский премьер Виктор Черномырдин публично признал, что в отношении Чечни Москва была во многом не права. Выступая на совещании северокавказских лидеров в Нальчике, он не жалел громких слов. Надо говорить о нашем общем стыде и сраме, по сути дела, за все, что случилось. Ни в коем случае нам нельзя допускать разжигание страстей, разгула эмоций. Это не поможет делу. Другим важным моментом стало фактическое одобрение Черномырдиным действий Александра Лебедя. А если учесть, что накануне премьер встречался с президентом Ельциным, его слова звучат особенно весомо. Сегодня полномочным представителям подписан ряд соглашений, которыми позволили прекратить боевые действия. Это положительно оценивается населением республики, да и в целом, я думаю, всей общественностью России. Сенсационные заявления продолжались целый день. Выступая через час на торжественном собрании, посвященном 75-летию кабардино-балкарской государственности, премьер намекнул, что враги мира жили не только в Грозном. Стратегия правительства на мирное урегулирование конфликтов встретила ожесточенное сопротивление в определенных кругах. Не скрою, что не только среди экстремистских лидеров оппозиции в Чечне. Результат тоже известен. Виктор Черномырдин убежден, что определить статус Чеченской Республики должен ее народ. Это произойдет через 5 лет, как и предусматривает мирный план Александра Лебедя. По мнению Виктора Черномырдина, применять силу в Чечне больше нельзя. Однако при этом глава правительства не допускает и мысли о выходе мятежной республики из состава России. Как одно будет сочетаться с другим, Виктор Черномырдин пока уточнить не может. Судя по сегодняшним заявлениям премьера Черномырдина, мирный план Александра Лебедя окончательно возобладал. Ни Кремль, ни Белый дом так и не решились его дезавуировать. И теперь можно с большой долей вероятности предположить, что ни номинальному главе Чечни Доку Завгаеву, ни другим противникам урегулирования по рецепту Лебедя не удастся помешать генералу довести начатое до конца. Виталий Трубецкой, Александр Савонин, НТВ, Кабардино-Балкария. Сегодня же впервые на высоком уровне была оглашена цифра потерь в чеченской войне. По мнению секретаря Совета Безопасности Александра Лебедя, число погибших достигает 80 тысяч человек, плюс-минус 10 тысяч. Об этом и многом другом, связанном с Чечней, Лебедь говорил сегодня на пресс-конференции в Москве. Подробности в репортаже Александра Хабарова. Александр Лебедь открыл пресс-конференцию 20-минутным монологом, который можно назвать программной речью полномочного представителя президента в Чечне. Я не считаю, что я выполнил свою задачу. Война именно приостановлена. Пока там находятся крупные вооруженные формирования, в потенциальном противостоянии имеется возможность рецидива военных действий, причем крупномасштабных. По словам Лебедя, процесс урегулирования в Чечне должен опираться на пункты соглашения с Асланом Масхадовым. Это вывод войск и создание временной коалиционной администрации, которая займется восстановлением хозяйства, решением текущих социально-экономических вопросов и поддержанием правопорядка. Демократические выборы, как и решение вопроса о статусе республики, ровно через 5 лет. С той стороны имеются некие горячие головы, которые намерены провести выборы через 2 месяца. Дай бог ихнему телять и скушать и нашего волка. Ну, сумеют тут они такие с организаторскими способностями потрясающими. Дай бог здоровья, я только за. 2 больших вопроса о разоружении боевиков и как восстанавливать Чечню в новых условиях Лебедь пока обходит. Он считает, что по первому решение не может быть быстрым, а на второй должны отвечать специалисты. У секретаря Совета Безопасности пока только свой личный взгляд на эту проблему. Центр тяжести урегулирования чеченского конфликта на основании этих документов перемещается сегодня в область действенных правительственных программ
которые сами по себе явились бы лучшей агитацией среди населения за укрепление связей с центром. Основную ответственность за нормализацию жизни в Чечне Лебедь возлагает на себя как полномочного представителя президента и Виктора Черномырдина как премьер-министра. Свои тезисы секретарь Совета Безопасности подкрепил резолюциями экспертов, подтвердивших, что документы, подписанные в Хасавюрте, соответствуют Конституции России. Подписанные документы создают правовую базу для успешного регулирования кризиса в Чечне. Однако это будет зависеть от того, насколько эффективно и разумно будут действовать соответствующие российские власти, как и при осуществлении любого закона или договора России. Сегодня же Александр Лебедь счел нужным опровергнуть ряд заявлений политиков и средств массовой информации о своих неясных полномочиях, личных амбициях и разлуке с президентом. Еще раз хочу продемонстрировать вам всем указ президента Российской Федерации о дополнительных мерах по урегулированию кризиса в Чеченской Республике. Вот он, сей документ, который никто не видел. Я думаю, что и многие не увидят, потому что здесь стоит гриф для служебного пользования. В этом отношении мне совершенно непонятно действия некоторых политических организаций, а также представителей средств массовой информации, которые пытаются представить дело так, что якобы я начал какую-то там президентскую кампанию. Из популистских соображений занялся решением этой проблемы и чего-то там достиг, желая поднять рейтинг, имидж и еще что-то там поднять. У меня все в порядке. Ничего поднимать не надо. Я просто хочу остановить войну в отношении общения с президентом. Мы с ним систематически общаемся посредством переписки по телефону. Встречаться, не встречаться, это решать президент. Поэтому я не вижу оснований создавать вокруг этого дела какой-то излишний, никому не нужный шум. В то же время, как выразился Александр Лебедь, открытая поддержка президента ему бы не помешала. Александр Хабаров, Максим Стученков, телекомпания НТВ.